Друзья, рад вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 23 по 29 марта 2020 года для раков. Посмотрим прогноз на метафорической колоде, на цыганской колоде и на колоде Таро. Сначала основные события недели для раков. Так, энергии замечательно. Колесо фортуны. Ракам везет. Отношения, работа, финансы. Сразу достанем дополнительные карты из цыганской колоды. Для отношений 3 штучки. Для работы 3 штуки. И для финансов 2. Итак, колесо фортуны выпадает ракам на эту неделю. Карта говорит о том, что основные события будут связаны с тем, как действует судьба. Колесо фортуны, оно находится под покровительством Юпитера. Юпитер, все знают, расширение, удача. Это деньги, которые в обществе находятся, да, когда у нас появляется какой-то доступ к деньгам вот большим, да, может быть выход на новый уровень в профессии, в социальное какое-то, может быть, повышение, может быть, статус меняется. Здесь карта также связана с судами, юридическими вопросами. В общем, везде мы можем выйти за рамки, начать что-то новое, получить поддержку от судьбы, удачу. Замечательная просто неделя для раков. Она как бы вся управляется как раз нашей судьбой, нашими ангелами-хранителями. И те обстоятельства, те люди, которые будут нам помогать на этой неделе, это как раз вот представители Вселенной, судьбы, да. Теперь отношения. 5 пентаклей говорит о том, что в отношениях, конечно же, скорее всего, страх за деньги, да, то есть, может быть, вы переживаете, разговариваете о том, как вам сохранить деньги, как вам не оказаться без работы и так далее, и так далее, то есть, чем кормить детей. В общем, такого типа настроения могут быть в семье, но карта говорит о том, что эта ситуация не просто так пришла, нужно обязательно начать правильно относиться к деньгам. То есть вот эта карта главная, она как раз говорит о том, что мы должны к деньгам относиться как к тому, что нам дает судьба. И что если у нас есть какая-то нужда, у нас или у наших близких, то это всегда будет удовлетворено. И если мы понижаем энергию здесь и говорим, допустим, что все деньги заработанные зависят от нас, от меня, от моего партнера, мы понижаем таким образом энергию. Когда мы верим в то, что нам судьба дает все необходимое, мы повышаем свою энергию, привлекаем к себе возможности, деньги и так далее. Для раков, которые в поиске партнера, дама червовая, говорит о том, что может быть знакомство с человеком издалека. То есть либо это иностранец, либо это человек, который просто проездом, может быть, далеко живет, либо мы сами можем куда-то уезжать, и вот встреча может быть в пути. Но это встреча, которая может переменить всю нашу жизнь. Но смотрите, вот в сочетании с этой картой, 5 пентаклей, наше отношение к этому человеку не должно быть меркантильным, расчетливым, да, только если нам нравится этот человек, и мы его чувствуем душой, тогда вот стоит эти отношения заводить. Если же нет, если у нас расчет в отношениях, да, если мы хотим, чтобы он нас как-то там обеспечивал, чтобы давал какую-то материальную такую безопасность, ну, тогда отношения будут очень сложные. И, кстати, они могут сохраняться, но вы просто измучаетесь в них. Поэтому вот смотрите внимательно. Для тех, у кого есть пара 4 трефовая, говорит о том, что может быть какая-то ситуация действительно нестабильная
связанное с финансами. И поэтому и может быть такое настроение, да. Но опять же, вспомните, что я до этого сказала. То есть на ваши отношения будет влиять, скорее всего, финансовая какая-то ситуация, нестабильность, может быть, отмена каких-то там важных операций, в смысле финансовых, да, или может быть здесь какой-то запрет на получение каких-то денег или еще что-то такое, да, то есть, ну, какие-то сорвавшиеся могут быть, как сказать, операции финансовые, на которые вы рассчитывали. Вот, поэтому либо вы просто потеряли безопасность, чувство безопасности, и из-за этого вот ваши отношения как-то страдают, вы можете только об этом и говорить, только об этом и думать. Естественно, что как бы привлекаете таким образом негатив в свою жизнь, в свои отношения. Карта рекомендует вот рассчитывать на судьбу и на удачу для того, чтобы все у вас здесь было хорошо. По сути-то ничего плохого не происходит. Даже если на этой неделе какая-то кризисная ситуация будет, она даже к лучшему развернется, либо просто в скором времени все наладится. Для тех, кто в ссоре, восьмерка дрейфовая говорит о том, что, скорее всего, пока что не удастся помириться, либо нужно пробовать как-то по-другому искать подход к вашему партнеру, либо просто подождать, либо подумать о том, что вы действительно друг другу нужны. Это ваш человек, он действительно так важен для вас, и вы его уважаете. Если на эти вопросы вы отвечаете «да», то тогда просто нужно как-то переоценить ваши отношения и дать себе время. То есть пока что вот нужно будет подождать. Для работы семерка чаш выпадает. И карта говорит о том, что, скорее всего, может быть много каких-то предложений, которые вас уводят от себя, от ваших истинных желаний. Может быть, вы поддаетесь страху или поддаетесь просто желанию быстро заработать. Вот здесь вот может быть проблема. То есть нужно сохранять стабильность и быть верными себе. То есть вот то, что вы любите делать, то, что вы умеете делать, вот этим и заниматься. По тройке бубновой для тех, кто в поиске работы, будет возможность получения, действительно получения какого-то предложения. Но вот смотрите, будьте внимательны. Если вы погонитесь за деньгами, то это одно будет, один результат. Да? Если вы выберете то, что вы действительно любите делать, это будет другой результат. И тогда вот будут деньги, тогда вы как бы не почувствуете себя обманутыми там, или не на своем месте. Да? То есть вот здесь правильно нужно совершить выбор. Не деньги, а то, что люблю, да? Даже если вот сейчас важнее деньги. А для тех, кто работает, пятерка пентаклей, тоже карта денежная, говорит о том, что несмотря на то, что вы чувствуете, что вот как бы кризис у вас назрел, да, может быть, в вашей профессиональной сфере, может быть, вообще вот то, что касается вашей работы, ваших денег и, в общем, всего, что связано с деятельностью, да, несмотря на это, вы должны быть стабильными, не поддаваться каким-то настроениям, страхам, ну, настроениям негативным, страхам, не слушать какие-то предложения, которые вам делают, которые противоречат закону, да. То есть, если вы примете предложение, которое, ну, как сказать, ну, не совсем, может быть, ну, в обход закона, скажем так, да, то можете пострадать, вас могут обмануть, или в конце концов вы можете за это понести ответственность. Время нужно просто переждать, продолжать заниматься своими делами, продолжать как бы чувствовать, что в вашей жизни все хорошо, да, и вам обязательно повезет, и все наладится само собой. Да, не паниковать и не принимать никаких предложений неправильных. Для тех, у кого свое дело, дама пиковая, в дополнение к семерке
чаш говорит о том, что могут вас действительно соблазнять какими-то большими деньгами, обещать золотые горы. И вам будет казаться, что да, вроде бы действительно здорово, это можно сделать. Но вот карта предупреждает, что ни в коем случае нет. То есть, опять же, критерий – это закон, и критерий, если это не противоречит, вернее, не вредит никому, да. То есть, если никому не вредит, если по закону, то тогда можно принимать подобного рода предложения. Если же хоть что-то из предложений вас смущает, либо не нравится человек, да, то есть доверьтесь своей интуиции. Скорее всего, вас обманывают. Для финансов выпадает пятерка, ну, пятый аркан жрец. Карта говорит о том, что на этой неделе возможно задержка какая-то финансовая. Может быть, если даже и получите деньги, то потратите, возможно, на семью, на детей, на какие-то мероприятия, связанные с семьей. Там, может быть, там крещение, может быть, в общем, что-то связанное с какими-то ритуалами, да. Эта карта у нас говорит о том, что мы можем тратить на благотворительность тоже деньги, и для нас это было бы хорошо, потому что принесет нам удачу, да, то есть если мы это сделаем, то удача быстрее как бы на нас обратит внимание. Для тех, кто работает по тройке чаш, вы можете вполне получить какую-то сумму, да, для того, чтобы какие-то свои там нужды удовлетворить. Ну, может быть, она еще здесь не полная. И для тех, у кого свое дело, шестерка бубновая говорит о том, что вы можете действительно получить очень большую удачу себе в дела благодаря тому, что какую-то часть денег отдадите там в церковь, либо кому-то поможете, ну, допустим, там по здоровью кому-то нужно помочь, да, бывает там на операции детей собирают или еще что-то такое, то есть, ну, что-то очень важное такое, если вложиться, то удача открывается для вас. То есть вот как бы тема благотворительности очень важна. Ну и вообще здесь вот с финансами все может быть очень удачно. Единственное, да, не нарушать закон и никому не вредить, желательно даже помогать. Для раков совет от метафорических карт. Вот карта говорит о том, что мы слишком думаем о том, чтобы помогать всем вокруг. А нам нужно помочь себе в данной ситуации. То есть, конечно же, бывают ситуации, когда от нас требуется помощь, когда мы должны уделить этому внимание, но все-таки это не всегда должно быть. То есть, если мы слишком много помогаем другим людям, это первый признак того, что мы таким образом избегаем помогать себе. В чем эта помощь может состоять? Она может состоять в обучении, она может состоять в отстаивании каких-то своих интересов, она может состоять в выборе какого-то нового пути, правильного отношения к жизни. Когда мы вот учимся действительно, да, вот чему-то важному, ну, это уже для каждого из вас свое. То есть нужно подумать о себе, позаботиться. Кстати, в финансовом плане тоже. Друзья, желаю прекрасной недели. Всего вам доброго. До новых встреч.